Сегодня в честь 30-летия Ассоциации коренных малочисленных народов Севера в Доме дружбы имени Кулаковского проходит торжественное собрание, на которое собрались активисты всех ассоциаций коренных северян – юкагиров, ивенков, долганов, ивенов, чукчи и арктических русских старожилов. Какие итоги подводит большая ассоциация и какие планы строит на будущее, узнает наш корреспондент Юлия Михайлова. Юлия, приветствую. О чем сегодня говорят на торжественном собрании? Иван, здравствуйте. Да, в Доме дружбы народов имени Кулаковского проходит торжественное собрание, посвященное 30-летию ассоциации. Кстати сказать, Ассоциация коренных малочисленных народов Севера в Якутии создана одна из первых по всей России. Конечно, за 30 лет создано немало. Участники сегодняшнего торжественного заседания – это активисты ассоциации эвенов, долганов, эвенков, чукчей, а также арктических русских старожил. Они все единодушны во мнении в том, что за эти 30 лет все-таки удалось сохранить и танцевальную культуру, песенную культуру, удалось восстановить исторически национальный костюм каждого народа. Но у каждого этноса, тем не менее, есть проблемы. Очень много проблем, которые предстоит решить в самое ближайшее время, и на будущее. И, в общем, сегодня о самой главной проблеме мне рассказал руководитель Ассоциации эвенков Якутии Александр Варламов. Мы стали более внимательно относиться к своей культуре. Мы стали более этнографически точны в своих танцах, песнях, костюмах. Но это, как говорится, только первая ступень, которая не должна нас удовлетворять, потому что существующая поддержка государства как раз к этому и сводится. К проведению мероприятий, к проведению конкурсов и так далее. Но этого недостаточно, потому что перед нами стоят колоссальнейшие проблемы. В первую очередь это проблемы экологии. Александр Варламов мне также рассказал о том, что на сегодня эвенкийским языком в Якутии владеет только 4%. Для сравнения, в 60-е, 50-е годы эвенкийским языком владело 20% эвенков, которые проживали на территории СССР в то время. Примерно такие же цифры по знанию языка, по сохранению языка на сегодня констатируют все этносы, относящиеся к коренным малочисленным народам Севера. И это характерно, пожалуй, и по всей стране. Поэтому все ассоциации говорят о том, что необходимо сделать на государственном уровне и на республиканском, и на федеральном какие-то серьезные программы, какие-то серьезные подвижки по сохранению именно языка. Поскольку с исчезновением языка, естественно, стоит угроза исчезновения целого этноса, что это, естественно, плохо для в общем-то, для всей планеты. Ну и еще другие проблемы стоят, конечно, перед северянами. Они связаны не только с экологией, но и с взаимоотношениями с недропользователями. Иван. Юлия, благодарю. Напомню, на прямой связи с нашей студией с торжественного собрания в честь 30-летия Ассоциации коренных малочисленных народов Севера была наш корреспондент Юлия Михайлова.